Вчера, 17 ноября, президент прилетел в Японию с официальным визитом. В международном аэропорту Ханеда главу государства встретил министр иностранных дел Японии Киото Цуджи. Сразу по прилету президент Джапаров вместе с первой леди встретился с императором Нарухито и императрицей Масако. Император выразил надежду, что визит главы Кыргызстана окажет положительное влияние на весь комплекс кыргызско-японских двухсторонних отношений. Садыр Джапаров, в свою очередь, выразил императору глубокое уважение и пожелал процветания и благополучия. Вопросы развития межпарламентских отношений глава государства обсудил со спикером Палаты представителей парламента Японии Фукусиро Нукага. Садыр Джапаров выразил благодарность японской стороне за продолжительную поддержку в укреплении демократии и социально-экономического развития страны. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении межпарламентского сотрудничества. Глава государства предложил японской стороне рассмотреть сотрудничество в сфере зеленой энергетики и инфраструктуры. Управляющий Японского банка по международному сотрудничеству Нобумитсу Хаяси вкратце рассказал о деятельности финансового института и выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Кыргызстаном в реализации конкретных проектов. Он также отметил, что команда Japan Bank for International Cooperation готова приехать в Кыргызстан для детального изучения потребностей страны. Во второй день официального визита Садыр Джапаров с первой леди прибыли в древнюю столицу Японии на скоростном поезде Шинкансен. В ходе визита глава государства проведет встречу с губернатором префектуры Киото Такатоши Нишиваки. Здесь же для высоких гостей запланирована культурная программа. Приветствуя высоких гостей, губернатор префектуры Киото Такатоши Нишиваки выразил уверенность в том, что двухсторонние отношения государств выйдут на новый уровень. Садыр Джапаров от имени кыргызской делегации от себя лично поблагодарил японскую сторону за теплый прием в древней столице Японии, города тысячи храмов. Эксперты полагают, что официальный визит президента в страну восходящего солнца будет плодотворным. У главы государства намечены переговоры с крупными компаниями, в их числе Ротобе – это Ассоциация японского бизнеса, и JATA – это Японская ассоциация туроператоров. Япония и Кыргызстан имеют много общего и гигантский потенциал, который они могли бы реализовать вместе. А последние 2 года у нас очень плотно развивается академическое, гуманитарное и туристическое направление. Мы видим, как много граждан Японии приезжает к нам. Сейчас идет речь о том, чтобы системно приглашать граждан Японии отдыхать в Кыргызстан. Для них интересен экологический туризм, горный туризм. И мы видим, как много кыргызстанцев за свои деньги или за грантовые деньги начинают обучаться в Японии. Как известно, в последние годы сотрудничество между Кыргызстаном и Японией в сфере экономики и инвестиций укрепляется. По данным Минэкономики, в 2022 году взаимный товарооборот составил более 93 миллионов долларов и по сравнению с 2021 годом увеличился почти в 5 раз. Экспортные поставки в Японию увеличились в 2,6 раза. В январе-сентябре этого года товарооборот Кыргызстана с Японией составил более 187 миллионов долларов и в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличился в 3,3 раза. Импорт составил 186 миллионов долларов. В основе импорта из Японии транспортные средства и их части, машины, оборудование для промышленности, изделия из резины, фармацевтическая продукция, парфюмерно-косметическая и не только. В небольших объемах экспортированы мед, орехи, семена масленичных культур, разные запасные части для оборудования, напольные ковровые изделия, прочие текстильные изделия и не только. Большую часть этой суммы составляет сельскохозяйственная продукция. С каждым годом у кыргызских бизнесменов открывается все больше возможностей для выхода на японский рынок. Благодаря взаимному сотрудничеству ожидается, что по результатам переговоров японская сторона выделит 1 миллиард 800 миллионов йен на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства. После подписания будет уже уточнена сумма по курсу доллара, и данный проект он предназначен для оснащения техникой ирригационных систем и каналов. Данный проект очень актуален в настоящее время, поскольку ирригация и в целом вопросы водного хозяйства в настоящий момент очень актуальны.
Такие новости радуют наших экспортеров. 8 лет назад Бекназар Асанов открыл в Джалабадской области завод по переработке сельскохозяйственных продукций и занимается экспортом ореха с соблюдением международных требований из Арсланбапа за границу. Сухофрукты Бекназара Асанова продаются в магазинах Голландии, Германии и Бельгии. Помимо грецких орехов, здесь сушат и отправляют за границу абрикос из Баткена. Теперь предприниматель хочет экспортировать свою продукцию в Японию. Я получил образование в Японии, многому там научился. Например, какую систему следует использовать в бизнесе. И сейчас я пытаюсь выйти на японский рынок. К счастью, создана возможность подписать первый контракт. 20 ноября мы встретимся с японскими партнерами и подпишем соглашение на первую поставку. Отправим товар авиатранспортом. Сотрудничество кыргызских и японских бизнесменов продолжается в разных направлениях. Ежегодно в обеих странах проводится бизнес-форум. Подписывается ряд соглашений и меморандумов по реализации проектов. Только в прошлом году из Японии было привлечено $7,5 миллионов инвестиций. Экономика Японии сегодня является одной из крупнейших. С учетом валового продукта это 4 триллиона 900 миллиардов долларов. Так что потенциал и возможности там огромны. Поэтому нам следует укреплять сотрудничество с такими развитыми странами. Ожидается, что до конца этого года с некоторыми нашими бизнесменами будут подписаны контракты по проектам в агропромышленном комплексе и энергетике. В целях активизации деловых связей между двумя странами 27 ноября планируется провести встречу кыргызско-японских бизнесменов. Ожидается, что в рамках мероприятия будут достигнуты хорошие результаты. Отметим, дипломатическим отношениям Кыргызстана и Японии 31 год. И за весь этот период сотрудничество развивалось на доверительном уровне. Альбина Айбекова, Аскар Маратов. Итоги недели.